настоящее время поистине называют информационной эпохой, ведь сегодняшний день информация – это одна из самых главных ценностей. И ее создание и распространение – дело рук средств массовой информации. Суть средств массовой информации заключается в том, что их информация предназначена не для одного человека, а для всего общества. Задачи СМИ и неправительственных организаций, работающих во благо общества, несомненно, имеют общую цель – информировать и защищать интересы людей. Вы смотрите передачу «Дискуссия», и сегодня мы продолжим обсуждать тему «Региональные СМИ. Вызовы и возможности развития». Гости в студии АТВ. Антонина Волкова, председатель общественной организации «Веста», Сергей Пашков, председатель общественной организации «Сталкер», Светлана Миронова, начальник представительства Офиса народного адвоката. Здравствуйте. Первый вопрос, конечно же, будет, как вы считаете, какое воздействие оказывает СМИ на аудиторию и какие средства массовой информации вы знаете у нас в Гагаузии? Насчет роли СМИ, то мы знаем, что СМИ – это инструмент не только донесения информации до конечного потребителя, до общества, но и формирования мнения общественного. Работающие СМИ – это у нас АТВ, с которым мы очень часто сотрудничаем, ГРТ, ИНИАЙ, Первый народный, если мы говорим о телеканале. У нас сейчас много очень интернет-порталов информационных. По газетам, правда, я не очень силен. Довольно богата Гагаузия, да? Из газет осталась «Вести Гагаузия». Да, газета достаточно богата СМИ. В этом отношении действительно богато по сравнению с другими районами. Тот же Кагул, допустим, крупный населенный пункт, не имеет ни одного средства ни одного телевидения, поэтому, конечно же, здесь есть преимущество достаточно высокое. Почему? Потому что жители Гагаузского региона имеют возможность как раз-то получать эту информацию. Вы знаете, действительно иногда отмечается так называемый информационный голод, который как раз-то и способен заполнить средства массовой информации. Почему? Потому что в зависимости от того аспекта, который они освещают, в зависимости от направленности, у зрителя просто-напросто есть возможность выбрать и сделать вывод о том, насколько качественная информация, насколько она соответствует объективности, реальности, насколько действительно эта информация направлена на защиту самого гражданина, который проживает. А вот как вы считаете, доверие людей к СМИ есть? Вот, Антонина, вам давайте. Тут опять же зависит от того, насколько какой-то именно канал там телевизионный или какое-то средство массовой информации, насколько они если сравнить местное, политически ангажированы. Телевидение и национального уровня, скажем, кому больше люди доверяют, допустим, в регионах? Наверное, нужно ответить на вопрос, а что смотрят больше? Нет, вы знаете, смотрят это одно, а вот доверие. На самом деле, такому каналу, как Молдова Уно, действительно наши люди доверяют, потому что они видят репортажи с мест, то есть непосредственно из территорий. И по моему мнению, телевидению сегодня доверяют. Газетам уже, может быть, не так, а телевидению доверяют, потому что там они видят, то есть там есть картинка, и эта картинка не мультяшная, это не аниме, это или не что-то еще другое, это реальная жизнь. Сергей. Да, я бы добавил к этому то, что, насколько я знаю, помню статистику, по-моему, 65 или 70% населения смотрят телевидение. Нашим каналам, конечно, доверяют, мне кажется, больше. И чаще их смотрят, потому что наши каналы все-таки в основном показывают информацию о нашем регионе. Да. Говорить о доверии, то мне кажется, что в основном доверяют телевидению более старшее поколение, потому что они приучены еще во времена Советского Союза верить тому, что говорят с телевидения. Поэтому у нас этим особо и пользуются политические партии или там различные силы. Поэтому младшее поколение больше информации все-таки черпает с интернета. Молодежь. Молодежь, да. Потому что интернет дает, как Светлана Андреевна правильно сказала, возможность знакомиться с несколькими точками зрения, сразу сравнить, выбрать то, что тебе ближе. Поэтому телевидение все-таки у нас, наверное, к сожалению, не очень рассчитано на молодежную аудиторию. Не так много передач про молодежи, о молодежных инициативах, каких-то движениях, о каком-то опыте. Поэтому... Мне тут случайно вспомнилось, что в момент, скажем так, революции обычно захватывают что в первую очередь? Дороги, банки и СМИ.
Почему? Потому что действительно есть возможность оперировать общественным мнением. И люди на вопрос о том, насколько доверяют, я думаю, что у каждого, абсолютно каждого в отдельности сложилось уже свое мнение на том или ином канале. Просто-напросто. И когда человек включает ту или иную кнопку, он просто-напросто знает, для себя решает ответ на вопрос, находит, насколько ему можно доверять или нельзя. Да? То есть, если даже и смотрит, может быть, то смотрит для того, чтобы для себя еще раз сделать вывод, ух ты, насколько врут, допустим. Ну, извините, может быть и так. Почему? Потому что в зависимости от аудитории, в зависимости от тем, которые поднимают тот или иной канал, естественно, что человек для себя делает определенные выводы. Я думаю, что да, действительно, еще пока сохраняется у нас достаточно высокий уровень доверия. Почему? Потому что по привычке. Просто по привычке мы знаем, что если прозвучала эта информация, то она должна быть... Ну, люди сегодня, конечно, делают некоторую скидку на то, что это может быть и не так. Почему? Да, была картинка, но эта картинка получила другую озвучку. К сожалению, есть и такие примеры уже, которая кардинальным образом поменяла смысл того, что происходило в реальности. Поэтому как раз-то и необходимо иногда сравнивать различные источники информации именно на предмет их объективности. Мне так кажется. То есть нужно смотреть все СМИ, чтобы понять, возможно. где правда. Это тем, кто заинтересован. Учитывая, что у нас, можно сказать, что все СМИ политически так или иначе ангажированы, что можно вычислить по тому, у кого из политиков да, чаще транслируют, то мы можем понять, наверное, сделать этот вывод, чьи сторонники больше смотрят. Если один канал рекламирует постоянно, продвигает одного из оппонентов и других обливает грязь, значит, его, как правило, смотрят больше сторонники этого. А может, тем интересно, кого обливают грязью, то и тоже смотрят? Ну, может быть, конечно, извращенцы везде есть. А скажите, вот над СМИ со стороны не должно быть контроля, да, или диктата в работе, поскольку они плюралистичны. Вот насколько сегодня соблюдается плюрализм мнений в средствах массовой информации в Гагаузии? Вы имеете в виду политическую цензуру, да? Вот вы как зритель, да, даже наблюдаете, смотрите. Ну, туда должна быть, мне кажется, цензура, потому что, имея доступ к формированию общественного мнения, вы можете показывать все, что угодно. И то, что, в том числе, что каким-то не соответствует этическим, моральным нормам. Ну, я бы так сказала, что очень важно, чтобы вопросы мониторинга, контроля, они присутствовали во всех сферах. Особенно то, что касается публичной информации. Это то, что выносится на суд и на мнение, и на усвоение информации очень широким слоям населения. И здесь, конечно, если мы говорим о телевидении, о журналистике, да, то должна быть этика. То есть должен быть какие-то вопросы этического кодекса для средств массовой информации. И если они не соблюдаются, то, конечно, вот в этом плане контроль, скорее всего, обязателен, если мы говорим, что мы стремимся развивать именно демократию и что мы хотим жить в демократическом обществе. Но опять же, государство на сегодняшний день устанавливает некоторые критерии по тому, какая информация может появиться и какой информации быть не должно. Допустим, если брать минимально закон, допустим, о запрете некоторой информации в отношении несовершеннолетних, то четко, объективно определяется, что какой информации быть ни в коем случае не должно и в какое время, которое может быть воздействует на несовершеннолетних. Второй момент, допустим, мы говорим в законе о рекламе, также есть требования к рекламе, которая может в будущем выявить очень серьезные проблемы. Даже есть сколько минут. Да, сколько минут и в каком виде она должна быть. Ну и последнее, то, что буквально на днях принятый повторный кодекс аудиовизуальных услугах, он тоже определяет требования к качеству информации. Естественно, что достаточно много требований. Это и объективность, это и соответствие действительно этики, и в том числе защиты персональных данных, в том числе, значит, не освещение или, допустим, закрытие тех материалов, которые могут навредить персональным данным, либо личности кого-либо.
и ряд других моментов, объективность, беспристрастность, плюрализм. Как раз-то вот этот плюрализм, он может обеспечиваться большим количеством средств массовой информации. То есть у потребителя, у зрителя должна быть возможность выбора той информации, которую он получает, через какие средства массовой информации. И вот этот плюрализм и обеспечивается. А, Светлана Андреевна, коль коснулись кодекса телевидения и радио, а вот скажите, как ваше мнение, как юрист, насколько вот кодекс поможет, вот новый кодекс, да, который еще не подписан президентом, да, поможет вот журналистам развиваться, средствам массовой информации? Ну, же знаете, достаточно, скажем так, двоякое мнение. Почему? Потому что с точки зрения прав человека достаточно очень красиво все прописано. Вот, те же принципы осуществления информирования граждан. Здесь, можно сказать, не подкопаешься. Да, значит, основные моменты учтены в соответствии с теми международными документами, которые ратифицировала в том числе Республика Молдова. Другой момент, те требования, которые выставляются к, скажем так, может быть, даже не физическим особенностям, а техническим особенностям и наполнению, содержанию и обязательствам того или иного канала, то здесь большая часть экспертов говорит о том, что маленькие компании просто-напросто не смогут выжить. Просто-напросто вынуждены будут закрываться. Почему? Потому что они не осилят те требования, которые сегодня выставляются. Они могут осилить только за счет привлеченного материала, допустим. Почему? Потому что минимум 80% эфира должно быть на румынском языке. Первый момент. Это для национальных каналов. Это для национальных, да. Значит, конечно же, достаточно высокий процент в том числе сохраняется и для региональных. Насколько мы сумеем наполнить, минимум наполнить эфир, тут уже другой вопрос. То есть, конечно же, для этого региональные сети, местные сети должны будут находить возможности для саморазвития. И если таких возможностей не будет, то ситуация, скажем так, может быть очень проблемная. Хочу сказать, что если мы говорим, нужна цензура, контроль, не нужно это. Вот Светлана Андреевна сказала насчет документа, который это как бы предполагает, что будет очень четко регламентировать. Но и я надеюсь, что будут какие-то разработаны механизмы по реализации этого закона, чтобы он действовал. Механизм есть. Мы об этом поговорим в понедельник. Да. Такие штрафы предусмотрены. Да, но что я еще хотела сказать, что... Хотя штрафы действуют и сегодня. Я хотела сказать, что тут мы говорим, да, этика, мораль одно, но вот то, что частично вот упомянула и Светлана Андреевна, подход ко всем продуктам средств массовой информации должен быть правозащитный, то есть не именно правозащитный, а соблюдение прав человека. То есть с точки зрения, что любой продукт, он никоим образом не должен нарушить права ни одного из людей. И второй момент – это вопросы толерантности. То есть, если мы говорим, что такое толерантность, это чтобы равные права, то есть равно правильно освещались, да, и независимо от расовой принадлежности, от принадлежности и особенно от принадлежности к полу, потому что мы знаем, что на сегодня есть еще проскальзывает реклама, где именно женщина показана в такой роли, как бы, ну, что именно чаще всего ее дискриминирует, да, и поддерживает еще стереотип. То есть вот если это будет соблюдаться, конечно, вот мы за то, чтобы СМИ все-таки с этой точки зрения проводился мониторинг того, что они выпускают в эфир. И следующий вопрос. Вот каким должны быть взаимоотношения СМИ и власти? Не секрет, что политики, в том числе у нас в Гагаузии, всегда хотят иметь влияние на СМИ. Сергей, вы как бы ответили? Ну, повторюсь, что мы имеем... допустим, наш общественный телеканал ГРТ. Сколько я его помню, он постоянно был под чьим-то влиянием политическим. Хотя это общественный телеканал, но общественным он никогда не был. Да, но эти бедные журналисты... не общественность. Да, прямо Светлана Андреевна с языка снялся. Напоминает, да, опять власть сменилась. Дал Буденов, куда достал ее. Поэтому АТВ, я думаю, также имеет какое-то... политическое воздействие на свою работу. Ну, вам немножко другое отношение, потому что вы коммерческий канал.
У вас тут, вам надо хлеб зарабатывать, свой на хлеб. Вот именно. Да, поэтому... Что хлеб надо Да, зарабатывать. мы это иначе понимаем. Закроемся, как и все Мы это закрываются. понимаем, но при этом, если мы говорим о плюрализме мнений, то как раз-то в наших СМИ он отсутствует. И в конце концов получается от того, что политики и власти имеют влияние на средства массовой информации, люди от этого проигрывают, потому что они не слышат мнения разных сторон. Вот. Ну, это сегодня наша действительность. Ну и хуже всего, когда, знаете, я понимаю, что скоро выборы. Следующий год у нас Да, у нас каждый год трое выборы. выборов. Ну нет, в Нет, этом это году мы так. отдохнули, потому что у нас начало смещаться. Следующий год нам угрожает тем, что мы будем сейчас уже немерено грязи. Немерено грязи. Хотелось бы обратиться к представителям различных политических формирований и движений. Ужасно, ужасно. Когда человек, кандидат куда-то постоянно, я не говорю о рядовых сотрудниках, хотя ты как лидер должен контролировать, что идет от тебя. Потому что одно дело, когда ты ведешь предвыборную кампанию на позитиве, и другое дело, когда от тебя только грязь в сторону оппонентов. Позитив не запоминается. Возникает Наверное, вопрос. Наверное. Вопрос Они возникает. так думают. Негатив быстрее цепляет людей. Это доказано, это психологически, поэтому больше негатива льется. И мы знаем, что по новостям любят показывать всякие трагедии, потому что оно больше цепляет аудиторию. Но надо понимать, что человек, из которого исходит один негатив, что он будет делать, придя к власти? Пусть негатив цепляет эстетично. Красиво, да? Красиво, изящно. Изящно. И тогда того, кто даже этот негатив изрекает, да, его будут ценить тоже больше. Вот пока, Да, наверное, а то к этому когда-то еще идет не грубая готовы. топорная работа, ну, думаешь, Светлана Андреевна, Что вы дальше? такого мнения Я придерживаетесь? я тоже придерживаюсь того, что, в принципе, действительно любая сила, находящаяся у власти, она стремится получить систему, какой-то контроль над средствами массовой информации, любых основ. Почему? Потому что действительно основное, скажем так, это в политологии есть такое понятие, что власть, недостаточно только прийти к власти, необходимо удержаться у власти, необходимо полезно использовать эту власть. То есть возможность распоряжаться ресурсами. А возможность распоряжаться ресурсами, это значит влиять на абсолютно все Не давать каналы. повод, да? Чтобы об В этом отношении не говорили. то, что не давать повода, нет, это нормально. Почему? Потому что давайте учтем то, что сегодня власть, каждая власть должна быть прозрачна для населения. А это говорит только о том, что абсолютно все средства массовой информации имеют возможность получить эту информацию. Что конкретно рассматривается, какие, скажем так, ресурсы тратятся на это, откуда эти ресурсы, на что они будут потрачены и многое другое. Это как раз то, что средства массовой информации имеют на это право получить. Давайте возьмем даже избирательное законодательство. Посмотрите, средства массовой информации автоматически приравниваются к наблюдателям. Хорошо, И они а имеют имеет возможность ли наблюдать за всем. возможность средства массовой информации, любое, скажем, да, получать эту информацию? Так вот, как раз Имеет эта ли? возможность должна Потому быть что приезд обеспечена. президента Эрдогана очень красиво вот в Ну, этом плане давайте это показал. скажем так, что приезд президента, Когда не понятно, допускали журналистов снимать. Пускали только насколько это своих. возможно. Тут я не могу сказать обо всех, особенно, может быть, объяснение. Но здесь я Но могу есть, сказать есть, даже про элементарные, РТВ. есть элементарные, скажем так, правила безопасности да. таких лиц. Поэтому здесь Тем более, учитывая наверняка ситуацию я политическую, так то больше Больше чем журналисты уверена, же будут заниматься. Я не знаю. больше чем уверена, что просто-напросто были поставлены специальные рамки, и даже не службой безопасности нашего государства, а скорее всего самого, да. Ну, Даже и не Слушай, это это Турция И, здесь. возможно, какие-то вопросы аккредитации не были просчитаны и предусмотрены. И аккредитации были, но я понимаю, в исполкоме, да, когда сказали, что будут протокольные съемки и нас не допустят, мы уже согласились, да, как журналист думают, ладно, но на площади не допустить наших журналистов на Мы должны еще понимать, что визит, там были аккредитованы. такое мероприятие, как визит президента, достаточно Да, одно из визит самых это мощных, нет, одно из самых мощных стран в мире, у нас происходит впервые. Конечно, будут недочеты. Ну, да. Ну, Недочетов 20 лет много. разница, это... Но над этим еще надо видно. работать. Те, кто сейчас Здесь, встречал, да, то были в есть, школе еще. здесь просто-напросто какая основная будет необходимость у СМИ? Просто-напросто свои претензии оформить и подать, может быть, даже в письменном виде, в конце концов, чтобы эта ситуация была разрешена, чтобы эта ситуация была обсуждена, сделаны выводы и, естественно, на будущее
учтены в том числе и минусы. То есть не оставаться подбоченец, да, в этот и думать о том, что меня там обидели или еще что-то не допустили, а необходимо пробивать свою точку зрения. Делаются, Светлана Андреевна, эти выводы, делаются журналистами запросы, но у нас сплошь и рядом. Ситуация не меняется. Ну, несколько примеров того, что ряд общественных организаций, допустим, в том числе и подавали в судебную инстанцию иски для того, чтобы получить доступ к информации. То есть это как один из способов влияния на власть. Но худо-бедно, скажем так, потихонечку начинают раскрываться все виды власти. Обратите внимание, буквально недавно, на этой неделе было опубликовано одно исследование, согласно которому минимум 5 примарий, если не ошибаюсь, вошли в топ, по крайней мере, наиболее открытых органов власти. То есть это информация, которая всегда о всей деятельности примарии, местных органов власти выставляется, к ней есть доступ, и это нормально. То есть это соответствует процессу прозрачности принятия решений. Естественно, ну, как говорят, Москва не сразу строилась. Естественно, где-то есть проблемы, где-то есть недоучеты. 20 лет все с точки зрения истории 20 лет это вообще ничего. Да? Это все-таки тот же Советский Союз 70 лет, и то было. Ну, мы можем эти вопросы ускорять, да, если мы конкретно все вместе, коллективно будем что-то делать в этом направлении. Да. То есть, если вы, например, считаете, что вашей работе, обеспечению как бы и вопросам недискриминации, да, мешают какие-то решения местные, да, то в любом случае, как вот сказала Светлана Андреевна, конечно, нужно обязательно эти вопросы обсуждать. То есть, наверное, не только, чтобы отдельно представители СМИ это делали, а проводились какие-то круглые столы, и эти вопросы обсуждались. Принималась какая-то, может быть, резолюция, какие-то рекомендации разрабатывались. Вот. Если мы это не будем делать, то у нас будет и завтра то же, что и сегодня. Да, согласна. Еще такой вопрос вот меня интересует. Как часто вы как зрители, да, подвергаетесь дезинформации со стороны СМИ? Вот, на такой вопрос ответить, потом уже перейдем к взаимоотношениям. Мы говорим о обществе или о политике? Если мы говорим о освещении, нет, общественной деятельности, где-то что-то сделано, то я не думаю, что там большой процент дезинформации. Если мы приходим, опять же, к нашим любимым аналитическим программам, политическим, мы понимаем, что это болото. И там дезинформация идет, причем, мне кажется, с любой стороны. А как вы это замечаете? В чем именно дезинформация? Как вы определяете? Значит, если можно, я скажу. Да. Вот смотрите, мне приходится по роду своей работы бывать в разных странах Евросоюза, в разных странах бывших республиках Советского Союза. И наблюдая за тем, каким образом предоставляется информация, вот сегодня я в Молдове, и информация о каком-то событии представляется в нашем средстве, да, мировой. Потом, будучи, например, в Польше там, или на Украине, она представляется совсем по-другому. Значит, где-то дезинформация. А дезинформация от наших средств массовой информации или от каких, уже тут трудно говорить. Но вопросы такие... Потому что наши, если освещают какие-то события международные, они опять же принимают, показывают ту сторону, которая им ближе. Ну, мне, например, сложнее здесь судить. Почему? Потому что из-за недостатка времени я действительно чаще получаю информацию в интернете. И для меня важно определиться, во-первых, наверное, с одним вопросом. Было или не было события? Потому что оно было, допустим, может подтвердить, что та же картинка, да, что действительно что-то произошло. А вот другой вывод, который делается позже, это уже что именно там было. И каковы последствия. То есть мы как-то, вот я со своими студентами, я их просила. Дело в том, что для себя выяснила один момент, что молодежь вообще не слышит, что делается рядом. Они не знают об этом рядом, в мире, в республике в целом. Поэтому я их просила эту информацию собирать. То есть это реально находиться около средств массовой информации какое-то время, скажем так. И потом мы сравнивали ту информацию, которую они преподносили. И иногда были сюрпризы. Почему? Потому что действительно каждый видел это со своей колокольни, и каждый видел это со своего средства массовой информации, которое он там выбрал. И главное,
было именно то получить, вот сравнивая как метод, при сравнении мы все-таки получали объективную ситуацию, да, что именно произошло, почему произошло, и как это в будущем, каковы последствия будут для развития экономики, для развития политических отношений, естественно, и как это лично отзовется на самом человеке. Потому что не стоит скрывать, что абсолютно почти каждое явление, которое происходит рядом с нами, оно каким-то боком, потом побьет. Ну, скажем так, коснется минимум. Да. Как сегодня касается нас, например, то, что когда-то происходило в Грузии, то, что когда-то происходило на Украине, да, и как оно интерпретировалось, то есть какое мнение формировалось у людей по отношению к этим событиям, и к тому, кто в этом виновен, кто не виновен, и как дальше развивать вот эти взаимоотношения. Потому что, вот, допустим, то, что происходило в Грузии, я в это время находилась как раз в Сербии, и там были тоже представители из Грузии, общественники. И они напрямую связывались со своим... И это абсолютно была разная подача. Это, то есть то, что там происходило, и то, как оно освещалось, это на 80% не соответствовало реальности. То же самое мы говорим, что если, допустим, то, что происходило на Украине, или что сейчас происходит на Украине, когда мы напрямую разговариваем с нашими коллегами с Украины, вот даже Грузии, вот в Армении недавно тоже проходила вот эта революция, да, то есть одно дело то, что ты слышишь из уст тех, которые там находятся, и да, именно общественники, да, которые работают в области правозащитной области, и то, что показывают СМИ, очень большая разница. То есть СМИ, как правило, в средствах массовой информации страшнее, да? Нет, в средствах массовой информации вот такие политические крупные события, они трактуются как выгодно. Как подает та сила, которая на сегодня там управляет, да. А скажите, вот взаимоотношения неправительственных организаций и СМИ в Гагаузии, вот что общего между НПО и СМИ? Вы, слава богу, понимаете, что такое написание и внедрение проектов. Мы как НПО понимаем, насколько важно сотрудничать нам со СМИ, потому что нам также очень важно, чтобы наша деятельность была открыта, чтобы люди знали, как мы работаем, для кого мы работаем, куда расходуются эти средства. И нам, вы знаете, поэтому, что мы стараемся во все проекты закладывать сотрудничество со СМИ, потому что без вас нам никуда. Вы очень часто с нами работаете и знаете, что это новостные события, и для нас очень важно, потому что, слава богу, мы не политики, значит, наша работа освещается все четко, все хорошо, без всякой предвзятости. Поэтому для нас очень важно взаимодействие с вами, и мы благодарны за сотрудничество и АТВ, и ГРТ, и Первому народному. Вы знаете, я бы еще сказала, что не так давно мы начали очень достаточно тесно сотрудничать со средствами массовой информации. И как бы не так давно, может лет 8-10, не больше, пришло понимание того, что есть такая возможность, что это очень важно, и что это мы должны включать в свои проекты, и мы должны этому, даже если у нас нет проектов, уделять достаточно времени. И в этом нам помогли наши партнеры, которые уже в это были вовлечены. Вот, например, общественная организация «Женский клуб Голубка» в Басарабяске. У них это было как норма, что они в каждую свою деятельность они освещают через телевизионные программы, через видеосюжеты, новостные сюжеты, через Бас-ТВ, например. И тогда вот мы попробовали перенимать это, и вот даже АТВ тогда с нами уже начинала сотрудничать, то есть и мы с вами начинали сотрудничать. И что еще я хотела сказать, что тут еще очень много зависит от того, насколько общественные организации умеют налаживать сотрудничество с средствами информации. Потому что мы говорим, вот, допустим, если организация неопытная, они говорят, что такое Антонина Ивановна? Вот мы пригласили СМИ, а они потом все не так написали, все не так рассказали. А мы-то совсем другое, у нас совсем другая цель была нашего мероприятия. Я говорю, хорошо. А вы предоставили им информацию о вашем проекте? Вот распечатанную, допустим, с целями, Нет, но мы же им так рассказали. Я говорю, вот, значит, так и получилось. Да, вот так и получилось.
потому что действительно надо осознавать, что это должно быть двухстороннее сотрудничество. Если мы хотим, чтобы средства массовой информации правильно представили то мероприятие, которое вот они посетили, да, то мы должны сделать все для того, чтобы и фамилии были правильные, и должность была правильная, и цели и задачи этого мероприятия были очень четко представлены. За 8-10 лет не только мы научились работать, взаимодействовать со СМИ, но и СМИ научились работать с нами. Поэтому уже ваши сотрудники более профессионально задают вопросы, конкретно уточняют, что непонятно. Поэтому уже стало намного легче работать, чем, как Антонина Ивановна говорит, 8-10 лет назад. Светлана Андреевна, ваше мнение, как должно работать МПО со СМИ? Со стороны? Здесь, естественно, что правильно абсолютно сказали мои коллеги здесь, что должно быть информирование о деятельности. Во-первых, давайте определимся, что на сегодняшний день мы стали потихонечку привыкать к медиатизации событий. Да? Вот так бы, наверное, термин применю. Почему? Потому что нас приучили к тому, что почти любое твое действие должно быть доступно, открыто, и информация об этом должна идти. Первый момент. Поэтому, учитывая чаще всего социальный характер, направленность наших неправительственных организаций, конкретно Гагаузии, у нас, слава богу, они есть, и, слава богу, они очень активны именно в социальном отношении, они помогают нашим людям, то вот тут информация должна идти двусторонняя. То есть и неправительственный сектор должны рассказывать о тех программах, которые они сегодня занимаются, для того, чтобы распространить информацию, для того, чтобы как можно больше людей этой услугой воспользовалось. Но, естественно, средства массовой информации, освещая важные события, которые происходят на территории того или иного региона, они тоже заинтересованы в том, чтобы дать эти новости для того, чтобы повысить смотрибельность своего канала, для того, чтобы повысить доверие к себе, как раз тем, что эта информация будет, она будет объективна, потому что действительно есть работающие, активные неправительственные организации, предоставляющие такие услуги. То есть вот на этих паритетных началах, на началах равенства и, скажем так, удовлетворения интересов каждого, тут нужно отметить это, и должно строиться общение. Да. Как наилучшим образом улучшить взаимоотношения между СМИ и МПО? Что необходимо сделать? И МПО, и СМИ, скажем так. Я бы сказала так, что если мы говорим, что на сегодня есть некоторые представители власти, которые очень любят пиариться. То есть иногда мы смотрим, вот мероприятия, которые как бы проводит какая-то общественная организация, говорит, вот мы такие белые пушистые, смотрите, как мы все красиво сделали. Хотя на самом деле они просто посетили это мероприятие. Вот. О чем мы говорим? О том, чтобы вот таких вопросов, такого не было. Сама организация, которая это все организовала, они тоже должны вот это все очень красиво освещать. И я бы хотела сказать, чтобы улучшить, наверное, эти вопросы, общественным организациям нужно в свои планы деятельности, в свои программы, в свои конкретные, допустим, какие-то проекты, неважно, сама организация это проводит или кто-то ее финансирует, то есть независимо от того, есть какой-то донор там или нет, все равно должны включать освещение всех мероприятий в средствах массовой информации. И если есть возможность, то согласовывать с этими средствами массовой информации, в какое время им лучше, удобнее, да? В какое время, то есть если передачи они готовы. Средства массовой информации тоже должны планировать. Да, они должны планировать, да, то есть согласовывать обязательно вот планы действий, в каком месяце, в какое время, потому что есть сетка вещаний, да, то есть общественные организации должны знать, в какое время, какое средство массовой информации выпускает новостные сюжеты, и не приглашать на это время их к себе на мероприятие. Вот. Или, может быть, еще бы, что мне очень нравится на национальном уровне, и если мы вот это здесь тоже сделаем, то проведение пресс-конференций. А особенно, вот мы говорим, люди любят, когда что-нибудь такое, знаете, патовое, негатив какой-то показать, ну, может быть, не показать, но показать проблему очень явно мы можем и здесь на региональном уровне. Конечно. Если у нас будет агентство какое-то, да, которое будет предоставлять услуги проведения пресс-конференций. Вот как есть на национальном уровне, например, агентство IPN.
Да. Мы участвовали в нескольких пресс-конференциях там, и когда это агентство отвечает за то, чтобы пригласить разные средства массовой информации. У нас есть база данных очень многих средств массовой информации Молдовы. И они им отправляют информацию о том, что будет освещаться, какая проблема. И уже приходят те, кто заинтересованы. И в этом зале, как правило, от 5 до 15 и больше, в зависимости от, вот, опять же, фактора заинтересованности. Насколько горячая, да, или вот какая-то такая релевантная новость. Если бы у нас в Гагаузии вот кто-то взял на себя вот эту еще функцию со стороны средств массовой информации, то, я думаю, тут бы и мы решили бы некоторое улучшение, внесли бы и в плюрализм мнений, когда подается информация. Да, и это могло бы, кстати, не только со стороны средств массовой информации вызвать интерес, а в том числе со стороны обыкновенных рядовых граждан, которые сталкиваются с какой-то проблемой. Они не всегда могут вписаться в сетку вещания того или иного канала. Как-то канал может быть не заинтересован в освещении того или иного события. А этот человек, у которого реально что-то случилось, он может выйти, рассказать об этой проблеме. А когда идет информирование, то, естественно, возрастает интерес. Как это так? Один смелый решился рассказать об этом. Но он решился рассказать благодаря чему? Благодаря тому, что он знает точно, что это больная проблема, и она будет потом распространена. Даже, может быть, она будет использована, может быть, и в политических целях на будущее. Так оно и будет. Это будет возможно. Но, по крайней мере, о ней начнут говорить и начнут что-то делать для того, чтобы разрешить проблему этого человека. Вы чуть-чуть опередили мой следующий вопрос. Дело для всех желающих. Да, но агентство, если будет, это там, туда всех нужно пускать. Там нельзя говорить, кто-то ангажированный. Не по одному человек говорит. А группа людей, и желательно все-таки, чтобы затрагивались проблемы общества. А вот я хотела затронуть еще вот такой вопрос, если создать единую платформу, даже в интернете, да, куда будет скапливаться информация о деятельности МПО, вот это могло бы быть тоже решением? Мы уже, по-моему, достаточно давно работали над этим, и насколько я знаю, сейчас кто-то из молодых ребят в рамках какого-то из европейских проектов как раз выиграл такую интернет-площадку. В Фейсбуке меня пригласили, да? Не вспомню сейчас кто, буквально на днях пригласили вот именно для НПО, для обмена мнениями, опытом. Вопрос в том, что у нас в общественном секторе все-таки мы давно работаем над этим вопросом объединения общественного сектора. Но почему-то пока не очень хорошо получалась конкуренция. Конкуренция, да, потому что у нас не хватает финансовых средств. Нет, у нас все-таки у нас сейчас меняется отношение к этому. Мы все-таки тоже зреют и доходит до того, что да, нам нужно взаимодействовать, потому что мы можем друг друга дополнять, а мы не мешаем друг другу. Надеемся, что сейчас это получится, потому что раньше это не очень хорошо. Вроде все хорошо начиналось, но очень быстро все затухало. Ну, давайте сейчас чуть-чуть вернемся опять к телевидению, к региональным. Вот многие региональные СМИ закрываются, да, и у нас в Гагаузии есть такие примеры. В Чедрлунге, например, а иначе уже не работает. Но они перешли в этот... Но они не перешли, они телевидение закрыли и работает. Это может быть из-за финансовых средств, вот штрафы, которые вот предусмотрены в кодексе, многих штрафуют. То есть, вот как вы считаете, вот должно ли государство поддерживать региональные СМИ, будь то общественные или частные каналы? Нужна сегодня поддержка государственная? Ну, государству, может быть, сейчас трудно определиться, кого поддерживать и как поддерживать, да? Почему? Потому что в государстве нет пока еще полностью единой политики в отношении поддержки. Единственное, кто поддерживается, это только общественные. У нас единственных 2 канала в Молдове, это Молдова Уно и ГРТ, на которые выделяются деньги целенаправленно из бюджета государства, да? Но в новом законе об этом говорится. Вот об этом не говорится кое-что, значит. Но с частным каналом просто-напросто нужно быть готовым, что если они частные, следовательно, они работают самостоятельно для привлечения инвестиций, для поддержки себя. Я не могу сказать сегодня, что общественные каналы не работают как частные.
Потому что также они привлекают рекламу, также они работают не на социальные репортажи, а на коммерческие. То есть я не вижу разницы. Вот и возникает вопрос, зачем наши бюджетные деньги, с наших налогов выделять на общественное телевидение? Почему не на всех? Если, да, они однобоко ведут однобокую политику. При том, что вопросов к сотрудникам канала нету. Ребята отлично работают, хороший персонал, они находятся в еще худших условиях, потому что они в этом варятся, их туда-сюда переворачивают постоянно. Просто все-таки надо решить, нужно нам вот эти вот государственное финансирование, или может эти 5-7 миллионов куда-то на другие более социальные, более необходимые нужды Когда мы отправить. проводили круглый стол летом, Светлана Андреевна принимала участие, говорили о том, чтобы создать фонд для СМИ. Вот просто вот этот фонд, если создать для СМИ, ну, я не говорю, что там 3 миллиона или 7 миллионов, может там больше, может вот это быть решением для распределения для всех? Пока мы не получим прозрачное положение, Вот. извините, могут быть вопросы, связанные с злоупотреблением, в том числе распределением этого. И опять же, да, будут распределять именно по своим симпатиям или по своим приверженцам. Поэтому здесь, вы знаете, даже больше скажу, у меня, может быть, и ошибочное мнение, но когда ты самостоятелен, когда ты не используешь какие-то дополнительные средства, ты более независим от всего остального. То есть нет причин для обвинений в пристрастности либо беспристрастности, да, вот, наверное, так. Вот из этого Конечно, фонда конечно, могли бы- трудно здесь удержаться, вот этот баланс сохранить. Тем не менее, опять же, мое мнение, что именно это средство массовой информации, которое сохранит эту гармонию, оно будет пользоваться большим доверием со стороны граждан. Фонды всегда привлекали внимание людей с точки зрения, а правильно ли они используются, а куда идут средства из этих фондов. Ну, это должно И быть кто, прозрачно, то и есть кто решает? Поскольку сегодня у нас такая ситуация, что обеспечить прозрачность, наверное, вот все-таки сложно, то, скорее всего, да, может быть на сегодня не надо вести речь о фонде, а может быть сегодня нужно вести речь о программе поддержки. о грантах. Вот о мини-грантах на уровне Гагаузии. Не которые мини-грант, будут финансироваться с этого это фонда. не мини, ну, может быть, можете вы и Или так проекты, это назвать, их можно проекты. по-разному назвать. Но я имею в виду, что, возможно, это программа поддержки средств массовой информации, которые предоставляют информацию о каких-то социальных проблемах. Возможно. То есть социальной направленности, освещение какой-то публичной такой информации, очень важной для населения. То есть тут можно говорить о разработке такой вот программы, о разработке такой политики, которую будет, да, финансировать уже, если она будет принята, ну, допустим, на региональном уровне, то уже исполком может взять на То есть себя это возможно, ответственность, только да. надо расширить Это может нашу быть не, местную- мы не говорим, это возможно или нет, это, наверное, актуально. И надо эти вопросы поднимать. И я не так поставила вопрос, я хотела сказать, вот это поддержало бы региональные СМИ в развитии, потому что вы же видите, что журналистика у нас практически не развивается. Вы знаете, Почему? Вот можно да. вам задать вопрос как специалисту? Почему у Не нас хватает финансовых средств. все упирается в Сейчас. финансы? Все упирается в финансы. Но сегодня у нас есть специальности на факультете национальной Специальности, Где культуры, обучается есть. очень маленькое количество где студентов. обучаются журналисты, да. А что значит развитие вообще Но журналистики? этого недостаточно, вы Я просто считаете? не очень понимаю. Развитие журналистики, Да. значит, на телевидении вот жанры должны быть разные, да? Ну, мы, кстати, об этом и говорим, о том, что возьмем даже общественное, да, наше телевидение, если есть молодежная передача, то они должны быть действительно молодежными. Делаться молодежью для Молодежью, молодежи. Если мы правильно. говорим о людях с повышенными потребностями, то они сами лучше Абсолютно знают. правильно. И Если мы говорим о расследовании, значит, это должно быть расследование, чего у нас в Гагаузии, Это нужно по-моему, научиться ни одно сначала. телевидение не делает. Давайте так скажем. Понимаете, нет это- развития у нас журналистики. Извините, просто мысль. Если наши журналисты будут заниматься расследованием чего-то, каких-то социальных проблем, то они должны быть уверены прежде всего в своей безопасности. Вот. Если государство эту безопасность не предоставит, то никто, рискуя собственной жизнью, извините, просто так этого делать не будет. Давайте определимся. То есть пока государство заложило
что журналисты находятся, закрепила норму, журналисты находятся под охраной, и им должны предоставляться все возможные возможности для освещения. Но насколько эта норма гарантирована, вопрос. То есть да, сначала решаем А потом уже дальше занимаемся Б и в том числе расследованиями. Может быть так. Ну вот скажите теперь вы мне, вот что бы вы хотели видеть на наших телевидениях? Какой контент? Вот журналистское расследование хотели бы видеть. Ну вот что вы Потому видите что сегодня в таком вот случае? Так, задам был вопрос. очень замечательный проект Центра «Контакт» в этой области, когда очень важно было, чтобы средства массовой информации в сотрудничестве с общественными организациями проводили такие журналистские расследования. И было несколько примеров очень ярких, когда это сотрудничество не только благодаря, допустим, общественным организациям, да, но благодаря тому, что правильно представлялся формат журналистского расследования, и он как бы исполнялся. И с другой стороны, и четкое проведение всех мероприятий представителями гражданского общества, они дали очень хорошие результаты и привели к изменениям. То есть, если мы говорим, что просто передача, поговорили, и в результате ничего не изменилось, это, конечно, один вопрос. Но вот журналистские расследования, чем и хороши, и для нас действительно важно, чтобы этот формат развивался и продвигался частными телевидениями, частными телеканалами, да, это чтобы люди имели, то есть они чтобы видели, что это приводит к положительным результатам, улучшениям ситуации в разных сферах, и в экологии, это или в их жизненных каких-то условиях. Вот мы сейчас говорим, что затрачивается, что очень много средств на что-то, да? А кто проверяет, что изменилось? То есть улучшились ли условия в связи с тем, что вот вложены эти средства? Вот здесь средства массовой информации очень бы были полезны. Да. Ну вот вы все очень правильно говорите, но когда мы говорим о журналистских расследованиях, вот что, и я говорю о развитии журналистики, да, то есть журналистские расследования не просто так проводятся, их надо знать, как проводить. Да. То есть этому нужно обучаться. Я не Ради думаю, что у бога. нас в университете Не это проблема. обучают. Вы знаете, То есть не для этого проблема. нужны финансы. Опять же, мы упираемся в финансы. Елизавета Нужно Васильевна. приглашать специалистов с Кишинева, чтобы они помогали нам развивать журналистику. Очень много сейчас есть программ по обеспечению транспарентности, доступа к информации и так далее. И в рамках этих программ, если бы вот средства массовой информации заинтересованы, чтобы их персонал был обучен, пожалуйста, вы можете консорциум такой создать с общественными организациями, разработать такой проект, запросить финансирование на У это. кого запросить? Вот об этом и речь, чтобы создать в ГГУЗе Ну, фонд. посмотрите, Чтобы буквально недавно, я извиняюсь, что перебиваю, из этого буквально фонда вот весной можно проводилось финансировать обучение такие- журналистов через программу полномочного по правам человека. Здесь есть был программа контент, сейчас. да, защита прав человека. Периодически проводятся другие программы, кстати, в том числе и журналистского расследования. Буквально недавно что-то услышала в доступе. То есть, ну, естественно, опять же, информация. Она пошла в люди или где-то остановилась? Ну вот всегда меня интересует этот вопрос. Ну почему мы должны запрашивать у доноров, да, у каких-то европейских, в Кишиневе? Почему вот на местном уровне этого нет? Вот что меня интересует. Финансирование. Если у вас Почему мы не будет можем разработана определенная стратегия, И вы у будете вас, соответствовать условиям? да, и вы будете, у вас будут. Так и это нужно делать. если это в не этой просто- стратегии будет заложена программа Почему мы грантов, совместно с МПО не можем это делать? ради бога. На сегодня сложилась такая ситуация, что частным компаниям нужны дополнительные средства, то есть недостаток средств у частных компаний для того, чтобы обучать персонал каким-то формам, вот, да, и форматам и так далее, представление информации. И такой вот последний вопрос. Вообще, как вы считаете, вообще нужны частные компании в регионах или достаточно иметь общественные каналы? Для создания той же конкуренции, пожалуйста. Учитывая, что у нас такой общественный канал, точнее в политике работают общественные каналы, конечно, нужны. И нам тоже приятно с вами работать, и доносить через вас информацию, потому что, опять же, вашими зрителями является какой-то слой общества. Мы донося информацию, и тем же политикам это выгодно. Вопрос в
в том, Но что... другую точку зрения может зритель получить через Да. новости? Да, и каждый из нас, допустим, да, я тоже не смотрю телевизор, но новостные сюжеты у меня в Ютубе, я подписан и на ваш канал, и на ГРТ подписан, на Первый Народный. Я получаю информацию со всех сторон, чтобы какое-то что-то среднее получить о том, что происходит. И опять же, кто-то что-то упустил, кто-то не смог. Мы куда-то приглашаем вас, допустим, у вас, как Антонина правильно говорила, заранее не согласовали, сетка у вас расписана, вы не можете. У вас не настолько большой штат, чтобы отправлять на 50 мероприятий людей. Да, уже приходится обращаться к другим. Для развития журналистики, мне кажется, вот мы говорили о этическом кодексе, но кроме того, что какие-то там надзорные органы, да, наблюдательные советы, там не знаю кто, этот этический кодекс должен быть у этого журналиста внутри. И для того, чтобы программы были успешными, эти программы должны готовить люди, у которых программа и которым эта тема нравится. Тогда все будет четко. То есть не обязанность, а удовольствие. Этические нормы были внутри, он в первую очередь должен быть журналистом, то есть профессионалом, обученным, правильно. То есть вы идете в журналистику, А не у имея нас... пока никаких, но в Вот. надежде, что там профессионалистом появится этика. А у нас в СМИ, мне кажется, очень мало журналистов. Этика или заложена, или не заложена. Неважно, вы журналист, общественник, политик или кто вы. Вы ли воспитаны, или не воспитаны. Все очень просто. Светлана Андреевна, как вы видите возможность развития СМИ в Гагаузии? Ну, это абсолютно верно. Антонина подметила, что это создание программ по развитию. Это, естественно, определение собственного видения каждого канала. Чем ты будешь заниматься, с кем ты будешь этим заниматься. Ну, естественно, что пока мы не начнем думать о саморазвитии, ситуация не будет меняться. Никто никогда не... Повторю, наверное, еще эту пословицу, которая мне очень нравится. Привести корову на водопой может и один человек, заставить ее напиться не могут и 100. То есть, как бы мы ни старались, скажем так, может даже пойдут деньги, допустим, нарисуем идеальную картинку, но если эти деньги не будут падать на благодатную почву, то результата не будет. Поэтому необходимо саморазвитие, необходимо находить, скажем так, аспекты, нишу, в конце концов, занять определенную, но ее нужно найти. Можно мне вопрос такой? Как вы, как руководство телекомпании, которая уже много лет работает, как вы узнаете о том, чего хочет сегодня зритель, какой зритель вас смотрит, и какое его мнение, да, и что бы он хотел еще увидеть? Мы очень часто проводим опросы. Мы Каким? очень много общаемся с людьми, и не дай бог отключится наш канал с эфира, нам сразу начинают звонить. Нам даже не нужно следить за эфиром, потому что люди следят уже. Понимаете? Поэтому мы своего зрителя очень хорошо знаем. И сегодня уже, коль пошла такая реклама, скажу, что АТВ уже транслируется на всю Молдову. Ну что ж, я благодарю вас за участие в нашей программе. Напомню, что говорили мы о возможности развития средств массовой информации у нас в регионе и об улучшении отношений НПО и СМИ. Спасибо вам. И вам спасибо. Вам спасибо. Всем Всего успехов. доброго.